Вот уже 10 лет главной проблемой для всех школьников и преподавателей является двухсменка. И учиться в тесных кабинетах теперь не придется. Здесь строится новая универсальная школа, которая раз и навсегда закроет этот вопрос. Педагогический состав считает дни до открытия уютного храма знаний. Для детей это будет огромная мотивация для успешного обучения детей. Потому что в настоящее время по нацпроекту образования строятся школы, и приоритетом для них является главное – это создание комфортных условий для детей. Неважно, живет ли ребенок в большом городе или в селе, образование качественное должно быть везде, я считаю. В Верхних Очелуках на сегодняшний день функционируют две школы, одна из которых в приспособленном здании. Строительство этого общеобразовательного учреждения начато в прошлом году в рамках национального проекта образования. Реализацию таких проектов курирует глава региона лично. На участке сегодня немноголюдно. Фундамент залит и стены возвели. Первичный фонд работ уже завершен. Ведутся, штукатурные работы, малярные работы. Ведутся, по разводке электричества работы и сантехнические работы. Это отопление, водопровод и канализация. Тут же мы сейчас устанавливаем пластиковые окна. Они у нас почти готовые. Все корпуса, а их здесь 5, предназначены для всестороннего развития и обучения. Десятки ученических классов, пищеблок, столовая, библиотека, читальный зал. Пока одни заняты штукатурными и отделочными работами, другие – кладкой. Место для строительства выбрали нетипичное. Однако по итогу объект обещает быть еще и с интересным фасадом. Об этом говорит и планировка здания. Это главный вход здания. Также у нас находятся на этой территории отдельные игровые площадки. Они находятся каскадно. Первая игровая площадка находится на высоте 3 метра. И вторая игровая площадка еще на 3 метра выше. Смотрятся они очень красиво. Также, я говорил, есть у нас стадион. Стадион с искусственным покрытием. Там, беговые дорожки, резиновое покрытие там будет. Новая и современная на смену старой и обветшалой. Говорить об открытии еще рано. Школа готова только на 45%. К слову, за процессом строительства следит специальная рабочая группа в составе и представители местной администрации. Емоты как раз позволяет жара на 720 мест 3,5 гектара лятина. Это позволяет выбирать Школа на 720 мест. Согласно проектной документации, трехэтажное здание будет отвечать всем современным стандартам. Не забыли и про защиту окружающей среды. На территории построили очистные сооружения. То, что вы сейчас видите, это накопительная емкость на 300 кубов. А само оборудование, это называется биологическая очистка. То есть, проходя через эту биологическую очистку, в эту емкость попадает условно чистая вода. Его мощность 60 кубов в смену. Она как раз хватает для школы. Абсолютно без запаха, без ничего, поэтому мы его закупили. Благодаря национальному проекту образования эта школа сможет обрадовать маленьких жителей селения. Подрядчики обещают сделать все качественно и в срок. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.